Вот, уважаемые коллеги, вопрос, конечно, очень нужный и важный, который поднимается сегодня на круглом столе, потому что мы живем сегодня в совершенно ином измерении, совершенно другое время, эпоха постмодернизма, вот об этом уже и Азат Тагирович говорил. Но самая, наверное, такая ключевая характеристика этого нового времени, я бы назвала даже смутного времени, да, это своеобразная перекличка модернизма, который напрочь в свое время отбросил все традиции и сегодня снова возвращается вот к этой диалектике новаторства, новаций и традиционных ценностей. И в частности, в культуре мы это тоже наблюдаем. Да, наша культура, башкирская культура, она основывается на своеобразных ментальных своих характеристиках. Я в свое время изучала башкирский национальный дух, который лежит в основе башкирской культуры. Эти ценности, они сегодня сохраняются, и самое главное, они не теряют актуальности. Мы видим, как в российском масштабе мы возвращаемся к этим традиционным ценностям. Это и этизм, это и эстетизм, это и уважение к своим историческим символам, национальным святыням, это и возвращение, скажем, традиционным ценностям семьи и института семьи, когда вот мы действительно сталкиваемся с совершенно непонятными вещами. Вот в западной культуре, фаустовской культуре родитель номер один, родитель номер два, это становится уже нормой, причем эта норма проецируется сегодня, и, вернее, пытается проецировать на наш культурный мир, на отечественный, и мы видим, как отечественная культура в целом и башкирская культура в частности, она активно противостоит вот этим ложным идолам, как бы я сказала, лжеценностям. И в этом очень большой плюс того, что башкирская культура, так же, как и многие национальные культуры, и в целом отечественная культура, она все-таки очень твердо стоит на своих традиционных вот этих вот базисных ценностях. Но вот мне в этом контексте очень нравится фраза Анри Бергсона, да, французского философа, который в свое время сказал, что если философия не может сказать, откуда и куда мы, собственно, идем, то она не стоит получаться размышлений. То есть современная философия, башкирская философия сегодня должна давать некую мировоззренческую основу вот этой диалектики традиционного и нового в дальнейшем развития башкирской культуры. Потому что задерживаться только в традиционном мире, когда мы живем совершенно в других координатных системах, это и виртуальный мир, это и наступление глобализации и универсализации каких-то ценностей, в том числе и культурных, мы не можем. Мы должны шагать в ногу со временем. Наша культура, и в частности искусство, как сердце этой культуры, как квинтэссенция этой культуры, потому что всегда мы говорим, прежде чем, хочешь, если узнать иную культуру, ты просто познакомься с искусством этой культуры, тогда тебе все станет понятно. Поэтому вот философия сегодня как раз и должна, наверное, ориентировать деятелей культуры, творцов культуры, творцов искусства, как вот эту диалектику правильно сочетать и соблюдать, как не остаться в прошлом, очень красивым и добрым, в котором веками жили наши предки, и как бы не переборщить с современностью и не оторваться от своих традиционных истоков. И в этом плане мне представляется, перед башкирской философией стоит очень серьезная задача. Задача показать ориентиры, куда нам, собственно, действительно двигаться, в каком направлении. Но очевидно, что сегодня
отечественная культура и башкирская культура возвращается вот именно к тем ценностям традиционным, которые сохраняют нашу, облик нашей вот именно российской цивилизации. Потому что есть святые вещи, но куда нельзя заходить со своим уставом, скажем так, другим представителям других культур. Есть вещи, которые, безусловно, надо уважать и уважительно к ним относиться. И в то же время мы должны творчески перенимать современный опыт других культур. Ну вот этот вот принцип диалога, да, причем равновеликого диалога, я бы сказала, равнозначного, равновеликого диалога, который работает и на сохранение нашей сути традиционной, культурной сути, духовной сути, наших ментальных каких-то особенностей. И в то же время вот умение идти в русле современных требований, современного времени, это, наверное, искусство очень серьезное и требует от философов сегодня больших усилий. Поэтому философия как базовая основа, как методологическая основа, скажем, в частности, культурных изысканий, культурологических, искусствоведческих сегодня в башкирском мире, культурном мире, вот философия, она должна нести вот эту какую-то просветляющую, что ли, мировоззренческую, направляющую функцию. И поэтому вот в данной ситуации уже относительно развития культуры, да, и искусства, то должен быть именно диалог философов, культурологов, культуроведов, искусствоведов. И, наверное, вот эти вот, как бы сказать, межведомственные вот эти исследования, они будут работать только на благо. То есть и философия, не только философия культуры, и моральная философия сегодня, и эстетическая философия, и философия культуры, они должны сегодня суметь объединить в себе два начала: приверженность к традициям и, скажем, созвучность современным требованиям. Как это мы будем делать? Ну, я думаю, это уже тактика. А стратегия сегодняшняя идеологическая, понятно. Спасибо.